Добрый вечер. Сегодня час пик для президента Республики Татарстан Минтимера Шаймиева. Здравствуйте. Добрый вечер. Минтимер Шарипович Шаймиев, 58 лет. В 1959 году окончил Казанский сельскохозяйственный институт по специальности инженер-механик. Кавалер орденов Ленина, Октябрьской революции, Трудового Красного Знамени, Дружбы народов. С 1991 года президент Республики Татарстан. С 1994 депутат Совета Федерации Федерального собрания России. Насколько я знаю, 2 года назад отношения между Россией и Татарстаном были очень напряженными. И это была тема номер 1 во всех средствах массовой информации. Что произошло и как удалось избежать тогда конфликта серьезного? Ситуация была крайне сложной. Почему? Потому что мы одними из первых объявили о своем государственном суверенитете. Но правда, после объявления своего суверенитета Российской Федерации. Но это зависело не от того, что, например, Шаймиеву там захотелось, и тем более это потом произошло не только в нашей республике, в других республиках. То есть это был исторический процесс такой? Это была историческая даже необходимость. Почему? Потому что, когда уже мы встали на путь демократизации, людям стало, возможно говорить, о чем они думают, вспомнить и свое прошлое, и те глубинные их желания, когда все вышло на поверхность. А мы, люди, будучи у руля, не можем не считаться мнением общественности, безусловно. И после этого появилась декларация, после этого, тот памятный референдум, который не воспринимала российская общественность в то время, я скажу. Было очень грубое давление. Было все-таки, да? Так это, я думаю, что из этого ли здания или из соседнего средства массовой информации очень грубо вмешивались тогда, и необъективное было освещение. С одной стороны, можно понять, почему, потому что это все было очень ново. Вдруг появилась республика, тогда нас обвиняли как сепаратиста, хотим разваливать Россию. Ну, тогда я еще был уверен, что, коль мы взялись обновлять общество и хотим встать на демократический путь развития, не может же сама российская государственность, Российская Федерация оставаться такой, какой она была. Тем более она была в составе Союза СССР, тоже была недовольна своим положением. Ну, не бывает, что, демократия в Москве есть, а на местах людей, или до них это дело не доходит. А вот я прошу прощения, то, что происходит в Чечне, и то, как разрешился этот конфликт, ваши отношения? Ну, я вам скажу, не до конца были использованы возможности переговорного процесса. Почему? Потому что... По-моему, нельзя вот параллели ставить, например, между ситуацией с Татарстаном 1,5 года назад, или 2 года назад, или год назад, когда был подписан договор, и ситуацией в Чечне. Это разные ситуации. Видите ли, если бы не воля Бориса Николаевича Ельцина, и, надо сказать, и наше понимание всей ответственности, какую мы на себя брали, должна ли, нарушаться целостность Российской Федерации при наших требованиях общественного мнения, в данном случае в нашей республике, и это же не только татар, а всего населения. На референдум у нас за поставленный вопрос о статусе Татарстана проголосовал тогда 62% населения. Татар же в то время было несколько меньше. Нет, у вас многонациональная республика, несколько было конечно. меньше 50%, поэтому, все хотели, чтобы республика могла самостоятельно развиваться. Я почему это так говорю? Потому что действительно 3 года практически мы вели периодические встречи, вы об этом знаете, Борисом Николаевичем Ельциным, и позиции не всегда сходились, а постепенно же вышли на договор, и в рамках договора на межправительственное соглашение. Это был долгий, иногда казалось нерешимый путь возникшего конфликта, но удалось договориться. Я почему, как человек, прошедший вот этот путь, до сих пор уверен, что мы не использовали до конца возможности переговорного процесса. Почему? Потому что, я являюсь свидетелем. У нас с Борисом Николаевичем был разговор 1 на 1 на эту тему. Так возникало, когда в первой половине 1994 года он был готов к встрече с Дудаевым.
Я вот так, как мы с вами сидели, Борис Николаевич искренне был озабочен. Он даже сам говорит, мне, наверное, надо с Дудаевым встречаться и надо Решать находить проблемы. Об этом он один раз говорил также, я считаю, что искренне и озабоченно и на Совете глав республик. Это главы республик могут подтвердить. И мы дали тогда добро, что сказали, вы, Борис Николаевич, президент большой России, от того, чтобы сделать первый шаг, вы можете только Выиграть. и действительно только можете приобрести. И после этого, когда мы уже вот на берегу Волги встречались Прошлым летом. прошлым летом, когда Борис Николаевич отдыхал с семьей, я еще раз спросил, вернулся к этому вопросу, что же произошло. Хотя я и сам знал, что произошло. Почему? Потому что после того, как он был готов к встрече, непонятно почему, через пару недель пошли резкие выражения со стороны Дудаева. В адрес, Да, почему я до сих пор это не могу в адрес понять. России, центра, России Москвы. и даже лично Борис Николаевич. Борис Николаевич. Ну, даже доходило, я скажу, что в какой-то степени до оскорбления. И это подтвердил Борис Николаевич, когда вот мы летом встретились, я говорю, почему же не случилось встречи с Дудаевым? Ну, говорит, вы, наверное, в курсе дела, вот дело дошло даже до личного, значит, оскорбления. Но это действительно так было, это прошло и в средствах массовой информации, не знаю, это от Дудаева исходили или еще какие-то силы тут возобладали. Ну, как бы то ни было, ну, президент не должен любой, значит, себе позволять. Скажите, а вот если вам хотят договариваться, такие риски. Вам удалось договориться. Да. И, по всей видимости, фактор личностных отношений между вами, как президентом и как личностью, между Борисом Николаевичем тоже как президентом и как личностью, играл немаловажное значение. Вот скажите, если мы хотим, чтобы дружили все наши народы, наши президенты должны дружить между собой? Безусловно. Я вам скажу, это играет большую роль, но тут есть еще, на мой взгляд, один момент похищнее. Во-первых, революция, эта республика, это довольно-таки мононациональная. Когда вот волна поднимается к самостоятельности, они заговорили о независимости, там, безусловно, голосов больше было. Противовеса большого не было внутри республики. Это когда в Татарстане такая волна пошла, как бы то ни было, определенное равновесие. Значит, это вот многонациональность республики. Я считаю, что вот сейчас уже я могу это сказать, это даже благо для того, чтобы вести более стабильную уравновешенную, значит, политику. А там так оказалось. Голос общественности очень сильно за независимость. Пришел еще генерал. Это тоже, я вам скажу, немаловажный фактор. И при этом еще достаточное количество оружия. И это все вместе, в купе, плюс еще это плюс, безусловно. влияние криминальных как политик, элементов. я считаю, как политик, Джохар Дудаев не оставил двери, значит, для отступления открытыми. Почему? Потому что он сходу заявил о полной независимости. Почему? Потому что любому президенту, ну в данном случае я имею в виду российских республик, прежде чем так заявить, это брать на себя большую ответственность. Почему? Потому что одно дело это политическое заявление, а другое еще надо жить. Надо учитывать интегрированность экономики, потом как еще воспримут в дальнейшем люди. Тем более мы интегрированы не только в экономике, интегрированы тысячами связями, значит, между людьми. Мы же даже вот на примере СНГ сейчас видим, каким издержком человеческих отношений, значит, да, мы привели, так будем говорить, политики, мы все должны нести ответственность за все эти трудности, которыми сталкивается население. Давайте поговорим немножко о вашей республике. Небольшая статистика, будьте добры. Экономика республики переживает сейчас сильнейший кризис. Спад производства практически во всех отраслях, кроме сельского хозяйства. И бюджет перешел с 1994 года на 1995 с 400-миллиардным дефицитом. В качестве последнего подарка народу сессия Верховного Совета приняла решение о повышении минимального размера оплаты труда до 110 тысяч рублей, что на фоне нищеты большинства предприятий также потребует огромных субсидий из республиканского бюджета. Сегодня 21 января 1995 года. Те факты, которые приводятся в этой цитате, они правильные? Таких невозможно отрицать. Почему? Потому что в 1994 году у нас спад был чувствительный, как и по всей России. Я имею в виду в промышленности. Промышленности.
Да, но если взять за 92-94 год в целом, спада у нас, безусловно, намного меньше. Почему? Потому что... Чем в среднем по стране? Да, безусловно. В 92-93 мы мало допустили спада. Ну, потом она могла бы быть меньше и даже в 94 году. Но это сказывается пожар на КАМАЗе. Для нас КАМАЗ – это огромный удельный вес у него, объемный Конечно. промышленной А, продукции. кстати, вам центральный бюджет на восстановление КАМАЗа что-либо выделяет? Ну, сейчас нет. Но первое время, когда вот Борис Николаевич Ельцин был, Виктор Степанович Черномырдин, Алекс Сосковец были, вскоре после пожара, определенную сумму как помощь, а в основном, значит, как кредиты были выделены. Но сейчас КАМАЗ встает на ноги тихонечку, и я думаю, что КАМАЗ с этого пожара выйдет сильным. Почему? Потому что команда Беха, генерального директора, выбрал такой путь. Надо делать конкурентоспособную машину. И сейчас уже с зарубежными фирмами контракты появились, кредитные линии сейчас появляются. Я думаю, что КАМАЗ будет конкурентоспособным и одним из первых. Ралли Париж-Дакар, как ребята шли, команда, а? Да, я вам скажу, если в последний момент такой трагический случай, что ли, для марафона случилось, но все видели, на что способна машина. Как республика болела за них? Да, безусловно, все, и лично и я, и да? весь народ. Следили Да, и внимательно? все, я, по-моему, значит, и все россияне, значит, болели. Почему? Потому что, ну, и машины, и люди, я вам скажу. Эти ребята уже не первый раз участвуют и умеют. Скажите, вы позже начали радикальные реформы, чем в России, у себя в Татарстане. Вы совсем недавно отпустили цены. Я вам скажу, вот сейчас уже могу сказать, нас критиковали. Вот Татарстан, ну так, медленно, что ли, реформы ведет. А я сейчас могу сказать, что те, кто очень радикально взялись за эти реформы, преуспели в одном, что слишком сильно понизили жизненный уровень населения. Такой вывод я уже сейчас могу сделать. Действительно, мы в 1992 году в той форме, в какой предлагали шоковую терапию, не приняли. Угу. И население Татарстана с снижением жизненного уровня, некоторым снижением жизненного уровня, столкнулось только в 1994 году. Вот минимальную оплату вы подняли до 110 тысяч рублей, а в России же другая. Ну да, Минимальная оплата, конечно. 20 с лишним тысяч. Да, рублей. там вообще просто... Ну, За счет каких средств? Что такое, во-первых, минимальная оплата труда? Прежде чем определиться вот этой цифрой, надо ведь давать отчет, каков же прожиточный минимум. А какой прожиточный минимум сейчас у вас? К тому моменту, Татарстане? когда мы принимали 110 тысяч рублей минимальной заработной платы, прожиточный минимум был 108 тысяч. 108. Да, у нас есть центр специально создан. Который следит внимательно. На основе одного из оборонных институтов, очень квалифицированные люди. Каждую неделю мы знаем, какая прослойка населения, какими доходами живет, и где начинается, например, обнищание, я бы сказал. Если, заранее же надо дать ответ на тот вопрос, если мы даем людям ниже прожиточного минимума пенсию или возможность зарабатывать, считайте, это он перешел, значит, в сторону уже нищеты переходит, если мы меньше даем. Это же понятный вопрос. Да, конечно. Если мы хотим, чтобы нищеты не было, тогда, значит, А как вот это отражается на республиканском бюджете? Очень серьезно надо следить за этим делом. Безусловно, отражается, но тут ведь надо учитывать, что вот когда говорят, почему Татарстан вот так делает, Так. ну, редко кто говорит, а как же работает Татарстан? Ну, например, та же земля, как работает. Но основное богатство, я всегда считал и считаю, это земля. Если у нас земля не будет давать продукцию, все практически же оттуда идет. Но сельским хозяйством ваша республика всегда славилась. И для питания, и для работы пищевой, легкой промышленности, без села же невозможно. Мы с самого начала направили на то, что, значит, село надо сильно поддерживать. И я должен сказать, что вообще в условиях проведения реформ без приоритетов, без определенных приоритетов, потому что все невозможно вытягивать. Нельзя, значит, приоритет должен быть, и они должны давать свои результаты. Она у нас дает сейчас... А какие у вас? Сельское хозяйство приоритет? Что еще? Нефть? Нефть, безусловно, мы очень серьезно поддерживаем. Нефтехимия. Нефтеперерабатывающий комплекс. Да, и сейчас отдельные проекты, самые эффективные проекты, мы 59 проектов отобрали, их осваиваем на оборонных предприятиях. И нет вопроса,
Пройдет 2-3 года, эти наши проекты начнут давать результат. Безусловно, они не в состоянии охватить всех тех работающих в оборонном комплексе людей. Почему? Потому что оборонных предприятий у нас много. Только в основном на этой основе. Ну, посмотрите, значит, когда это бывало, Татарстан по итогам 1994 года вышел по продуктивности скота и по урожайности на 3-е место, по продуктивности скота, по производству молока на 1-е место Российской Федерации. Это почему? Не потому ли, что где-то в других местах упало? Или просто лучше стали работать? Лучше стали работать. Мы 3-й год получаем урожай, которого никогда в истории не получали. Это что, благоприятное стечение обстоятельств или заинтересованность людей в работе? Я вам скажу, мы еще даже, ругая вот эту коллективную форму организации труда, никогда мы крестьянину не давали раскрыться, я имею в виду технологию не давали как следует, и не давали минеральных удобрений, средств защиты растений. Мы их не давали, всегда больше на нервах требовали, чтобы продукция была. Безусловно, когда все перестали покупать удобрения, мы стали их приобретать свободно, очень сильно увеличили их внесение и средства защиты растений. Ну а куда она денется? Урожай она... Сразу отдача пошла. Отдача сразу пошла. Мы даже так поставили задачу. Работать без минеральных удобрений, без средств защиты растений – это безнравственно. Это действительно так. Вот вы руководитель хозяйства коллектива, я руководитель хозяйства. Мы одинаково пашем, одинаково обрабатываем, потому что все это надо делать. Такие же семена расходы. Иначе ничего не произойдет. Если я вношу удобрения, я заранее знаю, что у меня 2-3 раза будет урожайность выше. Делая одинаковые дела, если вы это не делаете, то у вас будет результат хуже. Это, я считаю, безнравственно, даже мы так и сказали. Это пустое времяпровождение, если так поступать с людьми. Еще небольшая статистика о вашей республике, прошу. Оборот внешней торговли за 9 месяцев 1994 года составил около 1220 миллионов долларов США. Основными экономическими партнерами Татарстана являются США, на их долю приходится 20% общего объема внешней торговли, ФРГ 14%, Турция 10%, Венгрия 9% и Франция 6%. Деловой мир, 15 декабря 1994 года. В этом списке нет ни одной страны, кроме Турции, которые бы относились к мусульманскому миру. В каком отношении Татарстан находится с мусульманским миром? Вот, чтобы закончить ответ на первый, предыдущий вопрос, чтобы не сложилось мнение, что вот только из-за лучше использования земли нам удалось вот и минималку поднять. Безусловно, вот те показатели сейчас, что показали, мы очень активно занимаемся внешнеэкономической деятельностью. Очень активно занимаемся сейчас, и инвестиции пошли в республику. Почему? Потому что обеспечена политическая стабильность. Ну, я должен сказать, в отношении к мусульманскому миру, фундаментализма у нас никогда не было в республике. И нам это не грозит. Почему? Потому что у нас 2 крупные конфессии. Это мусульманство и христианство. И надо отдать должное, что они сосуществуют очень мирно. Даже как пример, я бы сказал, отдельным партиям движения. То есть хватает мудрости. Хватает мудрости. Накопленной веками. Да, безусловно. Поэтому это не грозит. Но нужно сказать, что вот до начала перестройки в республике было 23 мечети. Сегодня, я даже в шутку сказал, вот в Давосе я был недавно, журналист, когда пресс-конференцию проводил после Давоса, такой же вопрос задали, сколько же у нас сейчас мечетей. Я сказал, я говорю, неделю тому назад, когда я уезжал, было 489. Вот как грибы растут, я вам скажу, и население вносит свои деньги. Настолько вот, оказывается, народ соскучился. Даже я не ожидал, что такой бум будет. И сейчас самая главная проблема, подготовить надо имамов, настоятелей этих мечетей. Вот эта проблема действительно уже очень большая. Тут ориентации нужно. То есть опять люди возвращаются к религии как к какой-то опоре? Да, безусловно. И у меня недавно была встреча с владыкой Анастасием. Меньше возрождается церкви. Почему? Потому что православные всегда привыкли, значит, очень роскошь,
Ну, действительно, Богатое убранство. иконостас богатый должен быть, да, и такой капитальный строить. Я ему даже сказал, я говорю, давайте проект деревянный будем делать или легкий кирпичный будем делать, для того, чтобы не отставало тоже о русских деревнях, значит, возрождение церкви, и мы с ним тоже договорились. Но с Турцией отношения, почему? Потому что действительно это светское государство, мы много там готовим кадра. Они помогают вам? Помогает. Это, я считаю, что больше подходит. Ну, потом у нас исторические, культурные связи. Очень много выходцев из нашей республики в свое время после революции были изгнаны или покинули, значит, страну по тем или иным мотивам. Поэтому у меня были встречи и покойным Азалом, Тургутом Азалом, президентом, и нынешним президентом Сулейманом Демиреле. Неоднократные встречи. Хорошо сотрудничаем. Я благодарю вас. Вам предстоит ответить сейчас на звонки наших зрителей. Прошу, пожалуйста, господа. Итак, первый звонок. Уважаемый Ментимир Шаймиевич, согласится ли Татарстан вносить свою лепту расходов в авантюру, организованную Россией в Чечне? Итак, как ваша республика участвует в том, что происходит в Чечне? Я расширю вопрос, может быть, с позволения нашего зрителя. Участвуют ли ваши военнослужащие, то есть ребята, которые родились, жили и живут в Татарстане? Ну, острую постановку вопроса со стороны слушателя, зрителя я воспринимаю. Почему? Потому что это сейчас беспокоит многих. Действительно, ну, и так не хватало средств бюджета, а сейчас... И так трудно жили. Да, и так трудно жили, столько расходов. И почему, вот когда мне задают вопрос, значит, как же я относился, я почему говорю, мирным путем надо было решать все же. Ну, в то же время другие говорят, значит, надо же конституционный порядок было наводить. Ну, в таких случаях я еще могу сказать, а почему надо было так сильно даже и торопиться? Ну, возьмем нашу недавнюю историю после революции, что СССР так быстро формировался. Нет, было же и Туркестанская республика, и все постепенно присоединялись. Во всяком случае, можно было навести порядок вокруг, везде, всюду. Да, но как присоединялись, мы тоже знаем. Ну, я вам скажу, во всяком случае, мирного пути больше было. Это была внутренняя гражданская война. Это была гражданская война, то, что происходило в самих республиках. Ну, может быть, да. Это другое дело. Ну, в отношении у нас есть соглашение с правительством Российской Федерации. Татарстан не дотационная республика. Поэтому мы и вот по итогам 1994 года подвели итоги Министерства финансов Российской Федерации. На сегодняшний день Минфин России должен по определенным расходам Татарстану. Понятно. Вот. А участвуют, безусловно, Чеченских событий. те ребята, которые служили в отдельных частях. Ведь сейчас ребята какие? Они особенно десанты войска любят, морскую пехоту любят. Те участвовали. Но то, что ОМОН, который находится на территории Татарстана, были попытки первое время их мобилизовать, я наотрез выступил против. Понятно. Спасибо. Прошу. Следующий. Здравствуйте. У меня вопрос к господину Шаймиеву. Будьте добры, скажите, пожалуйста, что же вам дал суверенитет в политическом и экономическом смысле слова? И как ваш народ, простой народ, относится к этому? Только, пожалуйста, правду, если можно. Хорошая концовка, пожалуйста, правду, если можно, как будто мы сейчас вот до этого не говорили. Ну, правда. я Да. могу сказать, что, ну, возможно, для российских СНГ зрителей, ну, может быть, значит, не все понятно, но население нашей республики знает, что президент Татарстана еще ни разу не давал повода, чтобы усомниться в правоте его слов. Ну, это вот за эти годы уже. Такие у нас взаимоотношения с населением сложились. Я вам скажу, что удивительное, значит, чувство патриотизма за республику всего многонационального народа за эти годы. Удивительно даже. Все поддерживают проводимую нами политику, но я уже сказал, она довольно-таки привлекательна для населения, это немаловажный фактор. А главное, мы сняли всякие сомнения у населения, что между ними могут быть какие-то межнациональные трения. И ни одного случая нет
за эти годы выезда какой-либо национальной семьи или семьи какой-либо национальности за пределы республики из-за межнациональных отношений. Наоборот, прибывает очень много. Мы тяжело выдерживаем натиск, особенно среднеазиатских наверное, приезжают. стран, СНГ, да. Ну, татар же много. Да, Тем да, более да, татар же очень много. И нам приходится очень много принимать. И то, если, например, из каждых 100 человек, которые прибывают в республику, ну, 23-24% русские или русскоязычное население прибывает к нам. Поэтому... Благодарю вас. У нас осталась минута. Я надеюсь, что вы успеете ответить еще на вопрос. Прошу. Вы знаете, я хотела бы узнать, отчисляет ли Республика Татарстан налоги в республиканский, то есть в российский бюджет? Да, я сказал об этом. У нас нормальные расчеты на основе межправительственного соглашения. Так, благодарю. Значит, еще, пожалуйста. Я знаю, что между Крымом и Татарстаном существует договор, экономический договор. Есть ли такой договор в системе образования? То есть может ли ребенок из Крыма поехать поступить в институты Казани, Татарстана? 30 секунд. Безусловно, в Казани 13 вузов и 120 тысяч студентов. Поэтому со всех мест мы принимаем. Я благодарю вас. Сегодня был человек, в правоте слов которого ни разу еще за время его президентства не усомнился народ Татарстана. Минтимир Шаймиев, президент Республики Татарстан. Я благодарю вас и надеюсь, что ваша республика будет развиваться во благо всех людей, которые живут не только в ней, но и вокруг нее. Спасибо вам большое. Спасибо. Я прощаюсь с вами до завтра. Всего доброго. До свидания.